Теперь возможные нарушения при голосовании можно выявить, если, как говорится, отмотать назад. Центр общественного наблюдения Тувы отныне имеет возможность рассматривать поступившие жалобы из избирательных участков без непосредственного выезда на места. Благодаря видеокамерам и 24-часовой записи можно просмотреть все эпизоды. Помашите рукой. Помашите рукой, Ну как проверяем наблюдателя. Такого прогресса я вижу впервые. Здесь очень хорошо, значит, вот на мониторе показывает почти все избирательные участки. Я даже вчера, вот когда смотрел вот на избирательных участках, даже видно, где ручка лежит. Вот настолько это все обзор показывает. Даже если громкоговоритель включишь, даже и разговоры членов комиссии здесь слышно. То есть прогресс идет очень такими большими темпами. Не надо никуда уезжать, вот, допустим, разбираться на каждом участке заявлениями. Здесь все видно, смотрится, и каждый участок, можно сказать, под контролем. В Центре общественных наблюдателей Тувы нашей съемочной группе рассказали, что нарушение в избирательном законодательстве в первый день единого голосования не допущено. В основном недостатки носили технический характер. Было очень большое скопление желающих принять участие в голосовании. Не соблюдалось 1,5 метра. Наши коллеги реагировали и на это. Да? Также в некоторых УИКах не было города Кызыла, не было термометра. Быстро решили этот вопрос. То есть вот такие звонки, они носили чисто технический характер, а непосредственно нарушений не было. Именно влияющих на итоги голосования не было. Поэтому ни одной жалобы, ни одного, значит, сообщения от наших наблюдателей по поводу нарушения избирательного процесса не поступало. Предвосхищая закономерный вопрос, специалисты Центра пояснили, что свободного доступа к онлайн-наблюдению у жителей республики не будет. Это прежде всего сделано в интересах защиты сервера, на который производится запись видеокамер от незаконного проникновения. Но любой активист имеет возможность стать по желанию общественным наблюдателем после необходимой процедуры. Если любой человек может подать заявление по типовому порядку, который разработан Общественной палатой Российской Федерации, нам подать заявку для того, чтобы наблюдать в онлайн режиме Центра общественного наблюдения. Заявка и утвержденная форма у нас загружена на сайте Общественной палаты Республики Тува. Наш телефон 23236. Можете позвонить и оставить заявку. И в течение 12 часов мы должны рассмотреть и дать ответ. Каждое сообщение, заявление, поступающее непосредственно от наблюдателя, внимательно рассматривается и получает юридическую оценку. В этом неоценимую помощь оказывают волонтеры Ассоциации юристов Тувы. Работа продолжается, впереди еще почти 2 дня единого голосования. Сайган Бирбюч, Айхан Донгак, Кузел Сариксерен, Тува 24.